Природа явлений весьма относительно. Вот, к примеру, угроза. Угроза может таить в себе не только опасность, но и шанс. Шанс стать сильнее, стать крепче. Все зависит от того, как и с какой стороны подойти к угрозе. С голыми руками навстречу звериному оскалу или, предусмотрительно сделав маневр, схватить угрозу за хвост, оседлать ее. Или вот будущее, например. Его можно просто ждать, уповая на якобы уже предначертанные линии судьбы, расположение звезд, фатальную неизбежность. А можно будущее предугадать, опередить будущее, стать его создателем. Плыть против течения по нему или просто держаться на плаву, никуда не двигаясь. Разница для тела, погруженного в опасные воды, конечно, существенная, но принципиально все три процесса в той или иной степени рано или поздно, но измотают до предела, заберут последние силы, потому как это все равно борьба. Борьба со стихией. А что если над стихией построить мост и крепко встать на него ногами, бросая спасательный круг тем, кто барахтается внизу, плывет по течению или просто, ничего не делая, держится на плаву, дожидаясь своей печальной участи? О надежных мостах как способах опережения будущего мы и поговорим сегодня. Здравствуйте, в эфире программа ЖТК. Смотрите в этом выпуске. Шаг в будущее, обновление которого требуют условия новой реальности. Каким должен стать Казахстан, чтобы не плестись в хвосте эволюции? Ответы в послании Нурсултана Назарбаева народу страны. Больше самостоятельности в принятии решений, больше ответственности перед обществом, избирателями и президентом. Страна обсуждает концепцию перераспределения государственной власти. Итоги зачетной недели, с какими результатами студенты со всего мира завершают первую семидневку универсиады в Алматы. Итак, на неделе Нурсултан Назарбаев опубликовал свое послание народу Казахстана. Это обращение к гражданам и ко всем уровням государственной власти стало, по сути, призывом к уверенному рывку в будущее. Призывом прямо сейчас начать делать страну такой, которая через несколько десятков лет будет на равных позициях с самыми развитыми государствами мира. Такими, которые формировались и развивались на протяжении многих столетий, проходя одну стадию становления за другой. Такими, которых немного, но на которые сейчас равняется весь цивилизованный мир. Подробный план этого пути в будущее глава государства и изложил в опубликованном во вторник тексте послания народу страны. А накануне Нурсултан Назарбаев выступил с заявлением, в котором сказал о главном. В условиях новой глобальной реальности необходима третья стадия модернизации. Президент заявил, что третья стадия модернизации Казахстану необходима именно сейчас для того, чтобы выжить. Точно так же, как это уже неоднократно и успешно Казахстану удавалось. За четверть века мы осуществили две модернизации. Первая – это создание совершенно нового государства на принципах рыночной экономики. Вторая модернизация – это реализация стратегии 2030 и формирование столицы нашей Родины Астаны. Казахстан развивался ускоренными темпами и вошел в число 50 наиболее успешных стран. Радикальные изменения технологического уклада в современном мире требуют от нас перехода к новой модели экономического роста. Поэтому мое послание народу будет посвящено третьей модернизации Казахстана. Наша задача – глобальная конкурентоспособность страны в условиях новой реальности. Одним из ключевых приоритетов третьей модернизации станет ускоренное технологическое обновление экономики. Это означает создание новых перспективных отраслей на базе цифровых технологий. Принципиально важно расширение бизнес-среды, улучшение условий для массового предпринимательства. При этом в тексте своего послания народу глава государства особо подчеркнул, что третья модернизация страны – это уже не план борьбы с текущими глобальными вызовами, а своего рода проект моста в будущее. Моста, ведущего к целям стратегии «Казахстан-2050». Моста, который предстоит построить на надежном фундаменте плана нации, программы Нурлы Жол и не только. Модернизации, как известно, подвергнется и система
политического управления государством. Недавно обнародован проект политической модернизации государства. Эти инициативы дополняют друг друга и служат долгосрочным целям развития страны. Только так мы сможем достичь основной цели стратегии 2050 – вхождения Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира. Для этого, по словам президента, в Казахстане созданы все условия. Есть программы развития, есть финансирование программ развития, есть подробные пошаговые планы того, как пользоваться программами развития и на что конкретно тратить государственные, а значит народные деньги, предназначенные для финансирования программ развития. Теперь главное, чтобы у всех и у каждого было желание работать, желание экономить каждый бюджетный тенге, чтобы все в дело, чтобы все на благо народа, чтобы все на благо будущих поколений, в руки которых поколения нынешние рано или поздно передадут страну, и чтобы потомки вспоминали предков исключительно добрым словом. Уже сейчас все для этого есть. Почему лежащие на поверхности резервы мы не берем? Акимдер, не работаешь. Даже если вы начнете эту работу, мы будем немедленно иметь эффект. Государственные служащие. Служить государству, народу. Так давайте будем служить. Я жду качественной работы от всех, от вас. Выполнение задач, поставленных в послании по третьей модернизации сказанных сегодня. Национальная технологическая инициатива. Я так понимаю, что это сложный вопрос. Правильно? Очень сложный вопрос. Баягда есть. Все инновации, которые должны внедриться, мозгов хватит у нас? Хотя бы разработать эти дела. А потом делать. Хватит у нас знаний? Пятница. Установочное расширенное заседание Кабинета министров с участием региональных акимов, во время которого глава государства буквально на пальцах объяснял, как исполнительная власть должна, собственно, исполнять все поручения послания президента по третьей модернизации, и каждому указал на имеющиеся в их работе недочеты. Впрочем, недочеты — это мягко сказано, слишком мягко. К этой непростой для министров и акимов пятнице обязательно вернемся. Ну а сейчас более подробно и предметно о самом послании президента. Высокая как никогда прежде динамика глобального рыночного измерения диктует новые тренды, такие, каких еще не было. Такие, угнаться за которыми, используя традиционные средства ускорения, невозможно. Поэтому Казахстану прямо сейчас просто жизненно необходимо срочно встраиваться в систему самых перспективных координат развития и выживания. Для этого решено использовать свою уникальную формулу третьей модернизации. Об этом и говорит президент Нурсултан Назарбаев в своем ежегодном послании, определяя 5 приоритетных векторов, которые должны стать точками экономического роста Казахстана. Первое – это ускоренная технологическая модернизация экономики. Второе – кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды. Третий приоритет – макроэкономическая стабильность. Четвертый – улучшение качества человеческого капитала. И последнее – институциональное преобразование, безопасность и борьба с коррупцией. Первая модернизация Казахстана началась на руинах Советского Союза. Тогда был заложен фундамент независимого государства и определены главные векторы развития. Второй этап модернизации начался со стратегии 2030 и вхождения нашей страны в топ-50 самых развитых государств. Но это не повод останавливаться на достигнутом. Это шанс пересмотреть не только инструменты, но и подходы развития экономики, чтобы войти в элитный клуб, в тридцатку сильнейших экономик планеты. Мы должны культивировать новые индустрии, которые создаются с применением цифровых технологий. Это важная комплексная задача. Необходимо развивать в стране такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе в здравоохранении и образовании, и другие. Эти индустрии уже поменяли структуру экономик развитых стран и придали новое качество традиционным отраслям. Нурсултан Назарбаев. Из послания «Третья модернизация Казахстана. Глобальная конкурентоспособность».
В век четвертой промышленной революции стратегически важное значение имеет масштабное внедрение технологических инноваций во все отрасли отечественной экономики. От агропромышленного комплекса и строительного сектора до транспорта и логистики. Повсеместная автоматизация, роботизация и внедрение искусственного интеллекта уже изменили структуру экономик развитых государств. И чтобы Казахстану не пришлось стоять в прихожей мирового рынка, президент Назарбаев поручил правительству разработать и принять программу «Цифровой Казахстан», а также создать на базе одного из объектов Экспо международный технопарк IT-стартапов, развивать собственный научно-инновационный потенциал на базе высших учебных заведений и парков инновационных технологий. Несомненно, данное послание поднимает Казахстан на новый уровень развития. Это очень правильное решение в цифровой век, век вызовов. Это позволяет Казахстану быть действительно современным государством. С экономической точки зрения это было очень важным решением. Также хочу отметить, что со дня обретения независимости экономика вашей страны добилась небывалых высот. Послание президента Назарбаева представляет собой очень четкий план по модернизации Казахстана. Оно предлагает реальные экономические и социальные шаги для вхождения страны в число наиболее развитых стран мира. Развитие цифровой индустрии, например, даст импульс всем другим отраслям и обеспечит стабильность в будущем. А в будущем, согласно посланию, до 2025 года процедуру полного технологического перерождения должны пройти все основные отрасли. На Карагандинском машинолитейном заводе ждать отмашки сверху не стали. Здесь планируют приобрести порядка 100 единиц новейшего оборудования. К слову, обновление предприятия продолжается уже второй год. В целом на всех промышленных предприятиях Казахстана мы будем проводить модернизацию, заводить новые технологии, внедрять автоматизацию, роботизацию. Все делается для того, чтобы повышать производительность труда, качество продукции. И одним из условий, значит, должно быть также экспортоориентированность продукции. Улучшая инфраструктуру, внедряя самые современные технологии и увеличивая объемы выпускаемых товаров, нужно ориентироваться на зарубежные рынки. Для этого при правительстве будет создан Совет по экспортной политике. И уже осенью Казахстан разработает свою экспортную стратегию. Покорять за границу предстоит и казахстанским электромобилям, на которых 1 километр поездки обходится всего в 1 тенге. О важности расширения этого пока еще слаборазвитого направления автопрома глава государства говорил неоднократно и даже лично проверял качество экологических авто. Покупаю. Супер. На внешних рынках и иностранных прилавках свои места уже заняли около 2500 видов казахстанских товаров. Но это только начало. Закладывая основы экономической модели, ориентированной на новые реалии, Нурсултан Назарбаев в своем послании отводит важную роль в привлечению инвестиций. Центром притяжения иностранного капитала должен стать международный финансовый центр Астана, который укрепит экономические позиции Казахстана во всем регионе. Агропромышленному комплексу в послании отводится роль одного из основных драйверов роста экономики. Здесь применим простой принцип – переход от сырьевого производства к выпуску переработанной, то есть готовой продукции. Причем бренд «Сделано в Казахстане» должен стать своего рода синонимом понятия «качество во всем мире». Президент Нурсултан Назарбаев в своем послании четко отметил, что «Made in Казахстан» должен стать эталоном экологически чистой продукции. Остается только приступить к реальным действиям. На сегодня Казахстан и Китай вышли на новый уровень сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, электроника и развитие альтернативных источников энергии. Раньше наше сотрудничество в основном развивалось в тяжелой промышленности. Это большое достижение для наших стран. Я уверен, что Казахстан сможет поднять производственный потенциал страны «Made in Казахстан» на новый уровень. Третья модернизация также требует пересмотра деятельности национальных компаний. Трансформируется не только обросший дочерними и внучатыми компаниями фонд Самрук-Казына. Реструктуризация ждет и холдинги Байтерек и Казагро. В послании президента, в том числе, которое последовало после объявления о конституционной реформе, также говорится о необходимости развития бизнеса, экономических процессов в дальнейшем, модернизации общества. И все это напрямую связано с теми политическими реформами,
реформами, которые президент инициировал, поскольку не секрет, что формула, которую вывел наш глава государства, сначала экономика, потом политика, она работает, но тем не менее это не значит, что политику нужно игнорировать и откидывать на задний план, потому что экономическими реформами занимаются как раз-таки политические служащие, и они несут ответственность за их эксплуатацию и за их реализацию. В своем послании народу президент учел все возможные риски, в числе которых и высвобождение рабочих мест на производствах из-за внедрения автоматизации и роботизации. Чтобы сохранить баланс и защитить граждан Казахстана, правительство вместе с акиматами обязаны обеспечить переток специалистов в другие сферы. А для этого будут разработаны специальные дорожные карты, подразумевающие переподготовку работников и их дальнейшее трудоустройство. Новые отрасли экономики, новые производства, они будут требовать повышения квалификации и переподготовки кадров. И в этом плане вуз должен быть готовым открывать такого рода программы. Программы практикоориентированные, программы, которые позволят подготовить нам кадры для новой экономики, для новых производств. В стратегическом послании улавливается явный мотив. Даже в перестроенном экономическом механизме человеческий капитал остается важнейшим фактором развития государства. Поэтому перемены ждут систему школьного образования. Задача номер один у педагогов – это развитие у детей способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации, а не заучивания готовых тестов. Задача номер два – вывести сельские школы на уровень городских. В основе любой модернизации и обновления лежит социальная база. От уровня образованности общества и его твердой гражданской позиции зависит будущее всей страны. Человеческий капитал – основа всего. Мы должны трудиться над созданием качественного человеческого капитала. В целом, уравнивание возможностей на селе и в городе будет вестись во всех направлениях, в том числе и в бизнес-среде. Вскоре каждый сельчанин сможет получить заем для развития собственного дела в размере до 16 миллионов тенге. Таким образом, микрокредитование станет одним из инструментов для поддержки предпринимателей. Послание делает особый акцент на сфере бизнеса. Я вот заметил, что в отличие от других посланий, напрямую есть поручение Национальной палате предпринимателей, бизнес-сообществу. Потому что сегодня, если не будем развивать малый и средний бизнес, у нас могут возникнуть проблемы и с трудоустройством, и с социальными вопросами. Правительству и Национальной палате предпринимателей поручено максимально снизить нагрузку на бизнес. Это не только сокращение бюрократических процедур, но и в первую очередь пересмотр ценовой политики в сторону снижения стоимости услуг в энергетике, транспорте и логистике, а также в ЖКХ. Существующая регулятивная нагрузка на бизнес несовместима с задачей создания новой модели роста. Перед правительством и акимами ставлю задачу разработать к 1 июля текущего года системные меры по дерегулированию бизнеса. Нужно внедрять лучшие стандарты и практики развитых стран. Особенно важно эту работу провести на региональном уровне. Акимам совместно с правительством необходимо разработать детальные планы по улучшению условий для ведения бизнеса в регионах на основе рейтинга Всемирного банка. Необходимо ввести в стране рейтинг регионов и городов по легкости ведения бизнеса. Для лучших мы учредим специальную премию. Вручать ее будем раз в год, в день индустриализации. В профессиональном портфолио акимов учтется и реализация проектов государственно-частного партнерства. Сухая статистика заставляет задуматься. Если за 3 года государство построило всего 189 детских садов на 40 тысяч мест, то предприниматели открыли свыше 1300 учреждений на 100 тысяч мест. Гульнара Смаилова – одна из тех, кто сразу понял, какой доход ей сулит партнерство с государством. Она уже открыла целую сеть инновационных дошкольных учреждений. Но пока все идет не гладко, признается, что сектор ГЧП требует системных доработок. Мы ежедневно сталкиваемся с какими-то препонами, действуем в рамках закона о государственном частном партнерстве, но есть определенные, конечно, законодательные акты, которые требуют дополнительных изменений, внесения каких-то дополнений для того, чтобы этот закон, он заработал в
полную силу. Глава государства не зря в очередной раз напомнил правительству и акимам о значимости государственно-частного партнерства. А для закрепления материала и разъяснения сути послания президента в регионы отправились парламентарии. Об этом спикер Маджлиса сообщил на следующий же день после публикации обращения Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. Обозначенные президентом нашей страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым 5 основных приоритетов третьей модернизации Казахстана, безусловно, позволят создать новую модель экономического роста, которая обеспечит успешное продвижение нашей страны в число 30 самых передовых государств мира. И главное, это то, что послание не только дает нам четкие цели для работы в предстоящий период, но и обладает мощной консолидирующей силой, которая, несомненно, мобилизует всех казахстанцев для дальнейшей реализации стратегии «Казахстан-2050». И вот еще одна важная ремарка президента. Третья модернизация – это не план борьбы с глобальными вызовами, а новая модель развития нашего государства, своего рода проводник в будущее, где за основу взят план нации. При переходе на новый этап не должно быть коррупции. Борьбу с нечистыми на руку чиновниками в своем послании Нурсултан Назарбаев обозначил приоритетной. Зарина Ахмеджанова, Жетукун. В борьбе с коррупцией в своем послании глава государства отвел особую роль, поставив эту угрозу в один ряд с угрозой терроризма и экстремизма, что очень логично, так как в плане нанесения урона национальной безопасности масштабы вреда от этих явлений примерно сопоставимы. Все дело в том, что несовершенство законодательства о государственных закупках позволяет тем, в чьи руки попадают бюджетные средства, относительно безнаказанно допускать неэффективное расходование бюджетных денег. Так это принято называть. То есть тратить деньги впустую и не нести за это серьезной ответственности. Ну вот, например, школу построили на 1000 мест в ауле, где всего 100 дворов. Потратили в 10 раз больше бюджетных средств, чем можно было потратить. А из 3 этажей школы используется только первый, да и тот наполовину. Детей в ауле мало, и в перспективе демографического взрыва в этой местности не ожидается. Но содержать надо все здание, все 3 этажа, на что, опять же, из бюджета ежегодно нужно деньги выделять. И продолжают эти деньги тратиться впустую. Пример со школой лишь один из примеров, каких тысячи. Могут водопровод в землю закопать там, где воды в помине нет, или газопровод без самого газа построить. Все это без эксплуатации рано или поздно проржавеет, придет в негодность, а когда появится вода с газом, снова денег у государства попросят на новые сети. Старые-то уже пропали. Бюджетные деньги продолжают просто осваивать. Не на благо и не на пользу народа, а просто чтобы освоить. Ведь кто-то зарабатывает на том, что осваиваются деньги. И явно эти кто-то очень признательны и благодарны тем, кто принимает решение о реализации заведомо бесперспективных проектов за счет бюджета. Или еще проще. Строить могут задорого, но очень некачественно. И экономить на этом могут, правда, не в пользу государства экономить. И явно не за простое спасибо им позволяют экономить те, кто деньги на строительство выделяет и кто проверяет качество выполненных работ. И вот результат. Правоохранительные органы передано куча материалов. Кайрат Хожемжаров. По линии коррупции сколько за прошлый год привлечено к ответственности? 2900 человек должностных лиц. Это предательство просто государственных интересов и доверия, которое оказывается людям. Надо заставлять нарушителей возмещать ущерб, привлекать к ответственности. Но прежде чем опубликовать свое послание, а позже провести это расширенное совещание в правительстве, где отдельные члены Кабинета министров, имеющие непосредственное отношение к распоряжению бюджетными деньгами, получили последнее предупреждение от президента, прежде чем все это сделать, Нурсултан Назарбаев не случайно принял у себя в Аккорде главу счетного комитета. Дело было на прошлой неделе, после чего счетный комитет, по всей видимости, тоже не случайно обнародовал часть результатов проверки крупнейшего государственного холдинга страны – фонда Самрук-Казына. Аудитом выявлено следующее.
Общая сумма финансовых нарушений, выявленных, составила 1,5 миллиарда тенге. 1,4 миллиарда тенге были произведены без достижения итогового результата программы «Народное АПО». Выявлено 6 системных недостатков, а также 16 процедурных нарушений на сумму 86,1 миллиарда тенге. По данным специалистов счетного комитета, сейчас фонд Самрук-Казына проверяется на предмет обоснованности и эффективности проведения государственных закупок его многочисленными компаниями. К слову, председатель правления фонда тоже присутствовал на расширенном совещании правительства с участием главы государства, где также находились и акимы всех областей страны. Каждый руководитель несет персональную ответственность. Это не праздный вопрос. Нам поручено руководить этим государством. Народ поручил, чтобы рационально использовать деньги государства. Каждый из вас должны заниматься этим. Не надо расходовать госсредства, как будто это откуда пришедшие вражеские деньги. Наоборот, экономить, вложить, создать еще что-то новое. По сравнению с 2015 годом объем выявленного неэффективного использования бюджетных средств выросла в 3 раза. Составила 382 миллиарда тенге. Задумайтесь. Специальную комиссию для рассмотрения фактов преступного халатного отношения к государственным средствам. Аппарату президента подключиться, кого надо туда подключить. Ну а теперь о послании президента в цифрах. Числительные проанализировала, структурировала и вывела заложенные в документе знаменатели дальнейшего роста благосостояния сограждан моя коллега Зарина Ахмеджанова. Итак, Зарина, какие показатели определил президент для решения задач третьей модернизации? Обязательно расскажу, но через минуту. Кстати, тоже начну с цифр и тоже из послания. Третья модернизация Казахстана вот-вот должна начаться, но грядущие масштабные перемены уже сотрясают весь государственный аппарат от центральных органов управления до сельских акиматов. Жесткая и тщательная ревизия на эффективность трат государственных средств ждет сразу 3 ведомства. Это Министерство труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения и образования. На их долю приходится больше 40% освоения средств республиканского бюджета. Результаты проверки должны доложить лично президенту. Речь идет именно о неэффективных расходах, тогда как финансирование социальной сферы не сокращается, а наоборот увеличивается. По поручению главы государства с 1 июля 2017 на 20% вырастут единовременные пособия по рождению ребенка. С этого же дня на 11% будет увеличена пенсия, что вместе с январским повышением на 9% в итоге дает 20% роста пенсии в 2017 году. Прибавку почувствуют больше 2 миллионов пенсионеров. Но и это еще не все. Необходимо пересмотреть также прожиточный минимум. Он должен соответствовать реальным потребительским расходам казахстанцев. Это позволит с 1 января 2018 года повысить для 3 миллионов человек размеры базовых пенсий. Пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, адресной помощи и пособий для воспитывающих детей-инвалидов. С 1 января 2018 года нужно поднять порог оказания адресной социальной помощи с 40 до 50% от величины прожиточного минимума и внедрить ее новый формат. По стандартам ОСР необходимо свести к минимуму, то есть до 15% долю государства в формировании валового внутреннего продукта. Добиться этого необходимо путем приватизации, причем ускоренной. В частный сектор должны перейти порядка 800 предприятий, но пока процесс передачи госимущества в частные руки порядком затянулся из-за действий национальных компаний, считают эксперты. За 3 года квазигоссектор, несмотря на все поручения, на все программы, смог приватизировать всего только 74 предприятия на сумму 78 миллиардов тенге. А активы 3 крупнейших холдингов, таких как Самрук-Казына, как Байтерек, как Казагро, они из года в год растут. И в настоящий момент составляют уже колоссальную сумму – 27 триллионов тенге. Что, если сопоставить, чтобы понять, насколько это много, можно сопоставить его с нашим ВВП за последний год, и мы увидим 61,2%.
С уменьшением государственного участия в экономике увеличивается роль бизнеса. Сам факт того, что в послании главы государства слова «бизнес» и «предпринимательство» встречаются порядка 30 раз, говорит о многом. И это неудивительно, так как в период третьей модернизации Казахстана, точнее к 2050 году, малый и средний бизнес должен составлять не менее 50% от объема ВВП страны. Президент в этом послании ставит задачу снизить долю государства в ВВП до 15%. Оставить за государством только монопольные функции естественных монополий, и связанные с исполнением государственных задач. Все остальные предприятия, юридические лица с участием государства либо передать в частный, в конкурентный сектор, либо просто ликвидировать. Это принципиальнейшая задача. Это очень важная задача. Мы ее с большим воодушевлением встретили. Для обеспечения макроэкономической стабильности планируется дефрагментация и перезагрузка финансового сектора и развитие фондового рынка. Одним из результатов этого станет то, что казахстанцы смогут вкладывать свои инвестиции в ценные бумаги. К слову, на бирже президент предлагает одними из первых разместить акции компании «Самруб-Казына». Фондовый рынок очень важен. Банковская система не в состоянии самостоятельно обслужить все эти экономические отношения, то есть обслужить все потребности участников рынка. Если сейчас послание даст определенный импульс финансовому регулятору, и это начнет развиваться, я думаю, это будет колоссальный эффект и для предприятий, и для инвесторов. Также немного в цифрах о развитии агропромышленного комплекса. Один из важных пунктов – объединения более 500 тысяч домашних хозяйств и малых ферм в кооперативы в течение 5 лет. За этот же период Нурсултан Назарбаев поручил правительству и акимам увеличить площадь орошаемых земель на 40% или до 2 миллионов гектаров. Помимо этого, к 2021 году обязательно увеличить объем экспорта продовольственных сельхозтоваров на 40%. Рассказать все о третьей модернизации Казахстана за несколько минут, пожалуй, невозможно. Каждое предложение в послании президента можно подчеркнуть маркером, а каждый абзац разбирать и анализировать с экспертами. Кстати, что они и будут делать в ближайшие дни. Я бы даже сказал годы, Зарина. Года это до 2050-го. Хотя программу развития Казахстан-2030, как ты помнишь, удалось завершить досрочно, поэтому не исключено и... Ладно, не будем об этом, чтобы не сглазить. Спасибо тебе, коллега. Напомню об основных цифрах послания президента, которое обещает стать судьбоносным для страны, только что рассказала моя коллега Зарина Ахмеджанова. Итак, что в итоге? А в итоге поставлены задачи и намечены конкретные планы по коренному перерождению экономики, где главным драйвером роста станет малый и средний бизнес. По дефрагментации подходов к ведению народного хозяйства с производством продукта глубокой переработки сырья, в том числе и сельскохозяйственного. Даны поручения по переориентированию процессов распределения трудовых ресурсов и подготовки кадров. Другие стратегические решения. Все это должно происходить на прочном фундаменте плана нации, программы Нурлы-Жол, дорожной карты занятости и обеспечиваться намечающейся конституционной реформой. Она должна наделить исполнителей новыми полномочиями, которыми прежде обладал президент, и возложить на них ответственность, которую до сих пор правительство не несло. В итоге достижение конечной цели стратегии «Казахстан-2050» по вхождению в 30 самых развитых стран мира с самым высоким уровнем благосостояния граждан к 2050 году, а может быть и раньше. Это будет зависеть от того, насколько добросовестно будут работать те, кого президент собрал в эту пятницу в Астане, чтобы дать поручения по исполнению всех пунктов своего послания. Кто из министров получил последнее предупреждение, а кому Нурсултан Назарбаев гарантировал личную поддержку, об этом прямо сейчас расскажет Айгуль Адилова. Пока одни готовились держать слово в качестве новых членов правительства, другие занимали уже привычные места. Места политических служащих, от чьих действий зависит тактика государственного управления. Экономические потрясения прошлого года, вызванные нестабильностью на мировых валютных и сырьевых рынках, стали серьезным испытанием на прочность. Кабинет министров этот экзамен хоть и сдал, но не на твердую пятерку. Впереди еще более сложный год для экономики, и на новые вызовы нужны новые
новые ответы. Именно поэтому глава государства детально указывает на ошибки правительства, местами грубейшие, а где-то даже не поддающиеся объяснению, и ставит главную задачу на ближайшие годы. Мы должны добиться 5% устойчивого роста. Только так можно стремиться и выполнить план перед народом, принятый 2050. Смотрите, в результате корректировки курса тенге доля импорта ВВП выросла с 25 до 31%. Импортозамещение, если мы хорошо поработаем, я дальше скажу, только импортозамещение даст рост экономики 5%. Согласно инвестиционно-инновационной программе, при активных мерах господдержки экспорта, о чем я говорю, прирост только приоритетных секторах промышленности составит 6 миллиардов долларов. Как обеспечить такие показатели? Нурсултан Назарбаев разложил детальную схему действий, которая должна стать своего рода дорожной картой для каждого члена правительства. В приоритете развития бизнеса, агротехнического сектора, путей сообщения, строительства. Весь имеющийся потенциал роста у республики в самых разных сферах. Но вот чтобы реализовать его в полной мере, не хватает эффективных механизмов. И что самое парадоксальное, страдает бизнес, для развития которого в стране сегодня, казалось бы, сделано все возможное. Но... По данным Атамекен, предпринимателям предъявляется более 28 тысяч требований, Тимур Муратович. Может, ты разберешься с этим? А? 28 тысяч требований. Правительство рапортует, что отменены плановые проверки, внедрены новые системы управления рисками, госуслуги переводятся в электронный формат. Однако фактического сокращения численности сотрудников и проверяющих органов не происходит. Вы қысқарттық проверяющие органы. Почему сидят чиновники там же, где мы сократили? Это просто удивительно какое-то. Удивительное саморазмножение. Проверяющих сокращаем, количество чиновников остается. Чудо какое-то вообще. Провести масштабную ревизию поручил президент Генеральной прокуратуре и правительству, провести работу по гуманизации законодательства в сфере бизнеса и упростить налоговый кодекс, сделать максимально простым администрирование. Ведь нужно понимать, что развитие предпринимательства, которое представляет собой основу любой рыночной экономики, стратегический приоритет и в Казахстане. Потому расчистить путь честному бизнесу – это главная задача. И именно сегодня, как никогда, границы для бизнеса должны быть максимально расширены. Это и есть главный посыл и программы приватизации, только вот ее развитие кому-то уж очень мешает. По моему поручению проведена повторная инвентаризация подведомственных организаций. По ее итогам госсобственности продолжает функционировать 7 тысяч организаций и предприятий. Создается впечатление, что некоторые организации министерства и ведомства не хотят расставаться с подведомственными организациями. Зачем? Если организация сохраняется за государством, считает, что надо, дайте четкое объяснение, почему она должна сохраняться. Чего мы боимся? Сами не можем руководить и дать этому предприятию прибыльную работу и рабочие места людям? Сами. Если правительство это делает, пожалуйста. И не даем никому. Всех не вошедших в этот перечень нужно приватизировать, либо ликвидировать до 2020 года. Рано утвержденный перечень комплексов плана приватизации необходимо реализовать не в 2020 году, а вот в 2017-2018, 2 года вам дается. Недостаточной назвал Нурсултан Назарбаев работу по развитию государственно-частного партнерства. За этот участок работы ответственны акимы регионов. Благодаря ГЧП за 3 года открыто 1300 частных детсадов на 100 тысяч мест. Показатель неплохой, но вот в некоторых областях этой возможностью просто не пользуются. Обращаю внимание руководителей, в первую очередь акимов, что развитие ГЧП – это наша прямая зона ответственности акимов и министров. И надо показывать каждый раз, кто как сработал. Правительство должно оказывать всю необходимую поддержку, в том числе упрощение процедур, координации методологии инфраструктуры. Надо предлагать бизнесу четкие условия, обеспечить гарантии госзаказа. На долгосрочной основе это будете делать, бизнес с удовольствием будет браться. Он будет знать, что у него предстоит завтра, следующий год, 3-й год и так далее.
Важнейшая сфера – государственные закупки. В прошлом году их общий объем превысил 12 триллионов тенге. Президент подчеркнул, сумма огромная, потому важно создать условия, чтобы закупки обеспечивали импортозамещение. А это уже развитие отечественного производства. По данным профильных министерств, доля местного содержания по строительным материалам составляет порядка 60%. Мы даем деньги, предприятия строим, жилье строим, коммунальное хозяйство строим. Доля местного содержания в этом строительстве, вы даете мне цифру 60%. Однако бизнес-сообщество мне сообщает, что это не превышает 40%. Оборудование, мебель и так далее, как правило, импортные. Почему это позволительно? Вы представляете, сколько мы теряем возможностей для бизнеса и для рабочих мест? Но в целом на фоне мирового кризиса Казахстану удалось сохранить экономический рост. Сохранены золотовалютные запасы. На сегодня общие резервы страны достигли почти 92 миллиардов долларов. Это выше прошлогоднего уровня. Считаю, что Национальный банк грамотно работал тяжелейший прошлый год. Сейчас я поставил задачу о том, чтобы возможности банка предварительному контролю и регулированию банков усилить законодательным способом, дать право такое надо, внести проект. И вмешательство в дела Национального банка надо считать вмешательством в дела финансовой системы страны и наказывать. Я смотрю и вижу, чем больше Национальный банк начинает наводить порядок, тем больше нападки на председателя Нацбанка, которого я 100% поддерживаю. Никого не бойся. Никого. Эти газеты, не газеты, ведь журналисты виноваты, а хозяева. Мы примем меры к хозяевам, которые препятствуют наведению порядка. Банки слабые в мире, когда наступил кризис, такие крупняки, как Exxon и Mobil объединились, Shell и British Gas объединяются. Пусть объединяются. Или акционеры ставят собственные деньги, если хотят сохранить банк. Другого способа сохранить банков нету. Они не нужны экономике, значит, не имеют права на жизнь. Правильно? Вот действуй смело. Никого не бойся. Не столь положительного мнения глава государства о профильном ведомстве, которое отвечает за бюджет страны. 36 миллиардов тенге не освоены, хотя могли быть потрачены с пользой или отданы в те отрасли, которые действительно нуждаются в финансировании. Закоперщиком в этом деле должен быть Минфин, который еще не приспособился к этому. Бір рет айттым саған, мемлекеттің ақшасын тиімді пайдаланудың жолын іздеу керек деп. Вот теперь второе тебе предупреждение. Смотри, третий для тебя будет очень плачевный. Есть случай. Особняком в экономике стоит агропромышленный комплекс. Потенциал этого сектора используется далеко не в полную меру. Объем производства по итогам прошлого года оказался на уровне 5-летней давности, на низком уровне производительность труда. И это несмотря на огромные средства, которые государство ежегодно выделяет на развитие этой отрасли. На реализацию госпрограммы «Агробизнес-2020» на 13-16 год было выделено 640 миллиардов тенге. Тем не менее, в растениеводстве урожайность зерновых в весе после доработки не выросла. 13,5 центнеров га. Она даже ниже, чем уровень 2011 года. 16,9 центнеров га. Есть вопросы качества зерновых. В животноводстве также заметных улучшений нет. Бывший министр нам докладывал очень красочно, как мы будем развивать мясопроизводство, экспортировать, создавать везде, всюду. Ну, создали, немало сделали, но не все. Мы планировали к 2016 году ежегодный объем экспорта мяса довести до 60 тысяч тонн. По факту 17 тысяч тонн. Огромные средства выделяются на субсидирование сельхозтоваропроизводителей, закуп и лизинг техники. Другое дело, как распределяются эти деньги и до всех ли, кто в них нуждается, они доходят. До меня доходят, пишут заявление, что субсидии стали кормушкой для местных органов и тех компаний, которые берут эти деньги. Поручаю Генеральной прокуратуре, вот счетному комитету досконально проверить, как используются деньги. Все это говорит о том, что отрасль до сих пор управляется как минимум неэффективно.
поручаю Мурзахметову Аскару переломить ситуацию, обеспечить выполнение поставленных задач. В чем-то похожая ситуация и в области здравоохранения, которой у президента тоже немало вопросов в части эффективности расходования бюджетных средств. Чтобы улучшить состояние здоровья человека и его лечение, мы потратили огромные средства, но некоторые ретивые заказали столько оборудования, теперь это лежит и гниет. Кто с этим разберется? Омертвление государственных средств – это преступное деяние. Глава государства особо отметил важность проводимых реформ в сфере здравоохранения. Именно они и нацелены на повышение качества медицинских услуг. Тотальную проверку президент поручил провести в фармацевтической отрасли, а именно в компании единого дистрибьютора, которая обеспечивает население и больницы страны бесплатными лекарствами. Но вот закупаются они в разы дороже реальной стоимости. За каждым этим контрактом сидит человек X, который имеет что-то от этого, не хочет развивать отечественную фармацевтическую отрасль. Выгони всех, кто в фармации сидит сейчас, выгони. И поставь новых людей и обеспечь разбирательство. Куда деньги деваются? Почему это делается? Новых людей набери. Хорошо, есть. Это я несколько лет говорю. И ничего не получается. Какие-то сидят люди, которых сдвинуть невозможно. Кто поддерживает их? Отвечаешь, Бертанов, за это? Есть. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, сегодня государство создает все условия, все реформы обеспечены финансированием, перспективы определены и, самое главное, заложен стратегический вектор. То есть страна знает, по какому направлению движется. И теперь дело за исполнением конкретных задач, от решения которых и зависит будущее страны. Тем более, что перед Казахстаном стоит амбициозная цель – войти в 30-ку развитых стран. И нужно понимать, что достичь ее будет возможно только благодаря четко выстроенной работе всех участников процесса государственного управления. Айгуль Адилова, Алибек Алиев, Жумагали Бергибаев, Дулат Ентебеков при поддержке телерадиокомплекса президента «Жетокон». Уже на следующий день, несмотря на то, что это была суббота, правительство собралось на заседание для того, чтобы обсудить подходы к реализации поручений главы государства, которые президент определил в своем послании. Премьер-министр призвал коллег без раскачки приступить к работе и дал ряд своих поручений министрам и руководителям правительственных структур. Тем временем эксперты из отдельных министерств заявили, что база для реализации поручений главы государства имеется хорошая. Это касается прежде всего вопросов обеспечения занятости населения и уровня роста экономики. К примеру, это в Армении небольшое ослабление роста, в России, мы знаем, порядка минус 0,7, либо это произошло в Азербайджане, там солидное снижение ВВП и практически потери золотовалютных резервов Нацбанка. На этом фоне рост экономики Казахстана на 1% был достигнут, первое, за счет ввода месторождения Кашаган. Кроме того, рекордный ввод жилья 10,6 миллионов квадратных метров вместо планировавшихся 7,7 миллионов. Ситуация на рынке труда она более-менее стабильна. Уровень безработицы сегодня составляет 4,9%. Мы хотим стимулировать сегодня более создание рабочих мест. Поэтому, как вы знаете, принята программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. В текущем году начинается реализация. Я хотел бы отметить, важнейшим направлением здесь является создание электронной биржи труда. Мы планируем запуск уже во втором полугодии. Это субботнее заседание правительства прошло без одного из заместителей премьер-министра. Как стало известно, буквально накануне Имангалит Исмагамбетов сам попросился на вакантную на тот момент должность посла Республики Казахстан в Российской Федерации, и глава государства это прошение поддержал. Я назначил послом Казахстана в Москве Имангали Нургалиевича Тасмагамбетова, который многие годы работал рядом со мной. При этом было учтено его личное пожелание именно поработать на этой позиции и именно в Москве. Я думаю, что это хорошее решение, потому что Москва – это наш основной партнер, близкий сосед и союзник. Там должен быть человек солидный, знающий обстановку как в Казахстане, так и в России. Думаю, все это будет во благо наших дел, во благо страны.
Напомню, прежде дипломатические интересы Казахстана в России представлял Марат Тажин, который теперь является первым заместителем руководителя администрации президента нашей страны. И на этой же неделе руководящие должностные лица президентской администрации вместе с руководителями таких государственных и специальных структур, как Служба внешней разведки СРБАР, Генеральной прокуратуры, Высшего судебного совета, Национального банка Казахстана, члены правительства и акимы областей принесли присягу на верность народу и президенту страны. Церемония произнесения торжественной клятвы происходила в резиденции главы государства Аккорде. Все ваши помыслы и дела должны исходить из государственных интересов. Из государственных интересов. День и ночь думать об этом. Я выступил с посланием. 5 основных моментов. Каждый из вас должен на своем рабочем месте об этом думать. Масштабность и сложность предстоящих задач говорит о том, что мы требования, прежде всего, в государственной службе будем поднимать и повышать. Социальная сфера все время в фокусе нашего внимания. Поэтому концептуальные изменения, происходящие в экономике, сопровождаются модернизацией политической системы, о чем я тоже выступил. Перераспределение полномочий усилит роль как парламента, так и правительства, естественно, местных органов. Поэтому, не раскачиваясь, подготовиться нам новым реалиям и начинать работать совершенно по-новому. Ну а тем временем, пока члены рабочей группы по разработке процедуры перераспределения полномочий президента между правительством и парламентом продолжают принимать и изучать предложения от граждан, к самой этой теме не угасает интерес экспертного сообщества, причем не только отечественного, но и зарубежного. При этом иностранцы, внимательно изучив текст послания президента, определяющего параметры третьей модернизации Казахстана, особо отмечают непосредственную связь между предлагаемой концепцией конституционной реформы и целями по вхождению в пул 30 самых развитых стран мира. Я думаю, что реформа по перераспределению полномочий очень полезная и важная мера. Казахстан имеет очень быстрый социальный и экономический прогресс. Для того, чтобы создать тесную взаимосвязь между экономическим, социальным и политическим сектором, такие изменения необходимы. Это поможет Казахстану достичь поставленных до 2050 года целей. Самый лучший подход – это конституционная реформа в мирное время. Это пройдя вот через 2 революции, участвуя, будучи внутри всевозможных таких тяжелых коллизий, я с 300-500% уверенностью хочу обратиться к народу и сказать, что эти изменения важны и нужны. Мы в свою президентскую форму управления внедряем элементы парламентской формы правления весьма и весьма аккуратно. Президент, обеспечивая политическую координацию и политический арбитраж, он смотрит, как работает государственный механизм. И в случае, если начинаются сбои, допустим, парламентарии вошли в клинч с правительством, президент в этой ситуации всегда определит, кто прав, кто виноват. Президент, как сильный лидер, четверть века держал руку на пульсе, можно сказать. Но сейчас, когда мы стали частью большого глобального процесса развития экономик, частью рынка глобального, и любые финансовые кризисы, будь то они в Америке, в Китае или в других странах, они в любом случае отражаются на нас, мы должны иметь более мобильное правительство, более мобильный парламент, я думаю, который мог бы непосредственно участвовать в формировании нашего рынка. И последнее в этом выпуске. Ровно 7 дней прошло с момента открытия 28-й зимней универсиады в Алматы. И несмотря на то, что до окончания игр еще остается время, уже можно подвести определенные итоги. Причем итоги не только спортивных достижений, но и того, насколько успешно самый большой город Казахстана справляется с организацией крупнейшего спортивного мероприятия, когда-либо проводимого в Казахстане. Сказать, что все проходит без сучка и без задоринки, конечно, нельзя, но и без этого тоже не бывает. Главное здесь – это то, как реагируют на возникающие проблемы те, кому доверили проведение универсиады. О спортивных играх и об их организации прямо сейчас расскажет Марат Токмагамбет.
На универсиаду в Алматы было продано больше 180 тысяч билетов. Никогда ранее в Казахстане не продавали столько проходных документов на одно мероприятие. Ажиотаж и спрос высоки. Вдобавок болельщики были возмущены отсутствием билетов при полупустых трибунах. Эти места предназначались для спортсменов, журналистов и представителей Международной организации студенческого спорта. Теперь же 90% забронированных билетов переведены в свободную продажу. Билеты на хоккей, фигурное катание, а также церемонию закрытия. Самые популярные среди болельщиков. Возникшим ажиотажем тут же воспользовались спекулянты. Вот такие объявления о продаже билетов на универсиаду свободно гуляют в интернете. Цена как минимум втрое выше официальной. Полицейские рапортуют. Задержано 8 человек, у которых изъяли около 500 билетов. Чтобы исключить спекуляцию, в департаменте билетирования ввели ограничения. Теперь в одни руки отпускают не больше 5 билетов. Спрос у нас сейчас гораздо выше предложения. На те соревнования, на которые билеты проданы полностью, да, мы вводим входные билеты. То есть это то, что можно будет купить, вот, по ним зайти и стоять. Универсиада интересна болельщикам своими объектами. Новенькая Алматы-арена обошлась казне почти в 40 миллиардов тенге. 2 раза меньше потратили на возведение Халык-арены. Атлетическая деревня после проведения игр станет жилым массивом. Но все же приходят сюда, чтобы поддержать своих и окунуться в эту атмосферу. Эту лыжно-биатлонную трассу наравне с трамплином фристайлистов можно назвать самой победоносной для казахстанских атлетов. Здесь чемпионами домашних игр стали Алина Райкова и Галина Вишневская. Вдобавок, биатлон можно назвать одним из самых смотрибельных на универсиаде в Алматы. Алина Райкова стала первой чемпионкой домашних игр. В индивидуальной гонке на 15 километров она опередила соотечественницу Галину Вишневскую. Чуть позже Галина возьмет реванш в более короткой дистанции. Райкова пусть уже и побеждала на универсиаде 2015 года, но все же на этот раз не смогла скрыть радости от победы. Это очень ответственная гонка. Во-первых, эта гонка проходит дома. Нужно было не подвести болельщиков. Безумно рада. Самым драматичным финалом недели стал решающий забег в лыжном спринте. Из 6 участников заезда 3 представляли Казахстан, 3 – Россию. Последние считались фаворитами гонки, но у казахстанца Ивана Люфта было свое мнение на этот счет. Буквально перед самым финишем 18-летний спортсмен отрывается от опытных соперников и творит маленькую сенсацию. За счет чего удалось сегодня вот такой рывок сделать? Как ты считаешь? За счет всего воли. Ну вот какие ощущения сейчас у тебя? Что ты испытываешь? У меня нет просто слов. Я очень рад. Кому посвящаешь победу? Своим тренерам. Легких побед на универсиаде нет. Борьба на каждом участке. По словам специалистов, уровень спортсменов не ниже молодежного чемпионата мира. Кто-то приехал в Алматы в ранге восходящей звезды мирового спорта. Группы, приближенные к элитной. То есть они на этапах Кубка мира выступали, они в прошлой универсиаде имеют призовые места и в эстафетной гонке, и в личных гонках. И в принципе это серьезный уровень. Поэтому тут надо к этому относиться, как говорится, с уважением. Совсем жарко было на соревнованиях фристайлистов. Юлия Галышева, наша главная звезда в этом виде спорта, принесла Казахстану сразу 2 медали высшей пробы. Такой же подвиг совершил Дмитрий Рейхерт в соревнованиях среди мужчин. А это, пожалуй, главная звезда национальной сборной. И Денис Тен надежды болельщиков оправдал сполна. Чуть позже он признается, что приходилось бороться с волнением, ведь права на ошибку не было. Я прошлой ночью очень плохо спал. Но, тем не менее, выходя на лед, к сожалению, никто об этом не думает. То есть каждый из спортсменов должен давать свой максимум. Поэтому я тоже стараюсь не зацикливаться на таких вещах. То есть моя задача продемонстрировать максимум, на что я способен. Казахстан занимает 2-е место в медальном зачете. У нас 10 наград высшей пробы. В лидерах сборная России. Приехала очень сильные команды. Вы видите, что среди участников других стран есть и призеры Олимпиады, чемпионы мира, обладатели Кубка мира, тех же коньках и других видах спорта. Поэтому будем бороться. Мы идем по плану. Я думаю, те виды спорта, которые у нас есть достижения, они будут приносить медали. Универсиада в Алматы уже побила несколько рекордов. Еще до официального открытия она стала самой массовой в своей истории. Приехало больше 2000 атлетов. А уже сейчас можно сказать, что она самая успешная в истории выступления казахстанцев на студенческих играх. Ранее такой считалась Универсиада 2015 года. Тогда наши атлеты завоевали 5 золотых и 6 серебряных медалей. Марат Токмагамбет, Батырбек Адылбеков, Жетукун.
Об очередных победах универсиады уже завтра расскажут мои коллеги из новостной службы агентства «Хабар». Ну а команда программы «ЖТКУН» прощается ровно на неделю. Увидимся в воскресенье, как всегда, в 9 вечера.